два, три, раз, два, три. We get to carry each other, carry each other. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier? You got someone to blame. You say one love, one life. This one you need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight. Drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. Get to carry each other, carry each other. One. As you come for forgiveness, as you come to raise a dead, as you come here to praise Jesus, to the lepers in your hand. Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing. Wow, it's all I've got. We're one, we're not the same. Will we hurt each other and do it again? You say love is a temple. Love the higher love. Love is a temple. Love the higher love. Ask me to enter, but then you make me crawl. I can't be holding on to what you got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other.
things are getting better, or do you feel the same? Will it make it easier on you? You got someone to blame. You say one love, one life, this one you need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you, or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight.
Вас приветствовала этногруппа «Айрхан», лауреат международных всероссийских фестивалей конкурсов этнической и живой музыки, руководитель, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Альбина Дегтярева. Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы рады всех вас приветствовать на торжественном мероприятии, посвященном завершению реализации федеральной целевой программы развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы на территории Республики Саха-Якутия. На торжественном мероприятии принимает участие глава Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Константинович Волин, первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Олег Александрович Адамов, президент акционерного общества компания «Транстелеком» Роман Васильевич Кравцов, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия научно-исследовательский институт радио Валерий Владимирович Бутенко. Строительство объектов цифрового наземного телерадиовещания велось во всех районах Республики Саха-Якутия. О ходе строительства нам расскажет видеоролик. Внимание на экран. По всей стране завершается реализация федеральной целевой программы развития телерадиовещания в Российской Федерации. Ее цель – строительство инфраструктуры цифрового вещания во всех регионах страны. По итогам выполнения более 98% населения будет охвачено цифровым эфирным телерадиовещанием в высоком качестве. В конце 2017 года завершился масштабный этап программы в Республике Саха-Якутия. Во всех регионах страны реализацию мероприятия по строительству объектов сети цифрового эфирного наземного телерадиовещания осуществляет Российская телевизионная и радиовещательная сеть. Генеральными подрядчиками по строительству инфраструктуры в республике были определены компания «Транстелеком» и научно-исследовательский институт радио. Строительство 211 объектов цифрового телерадиовещания завершилось в Республике Саха-Якутия в 2017 году, несмотря на сложные географические и климатические условия региона. Успешная реализация программы стала возможна благодаря эффективному взаимодействию между руководством республики, заказчиком и подрядчиками. Тесная коммуникация и оперативное принятие решений способствовали завершению проекта в рекордные сроки. Объекты располагались по всей территории республики, площадь которой составляет более 3 миллионов квадратных километров и сопоставима с площадью Индии. К реализации проекта были привлечены сотни высококвалифицированных специалистов, оснащенных всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. Работа над проектом стала настоящим вызовом для генеральных подрядчиков программы. Строительные площадки находились на удаленности до 3000 километров от центра управления проектом и основного логистического хаба в Якутске. Самоотверженный труд людей на строительстве станций требовал не только высокого профессионализма и полной самоотдачи, но и настоящего мужества. Строительные бригады, многотонная техника и конструкции антенно-мачтовых сооружений перебрасывались по земле, по воде, по воздуху, зимой и летом, несмотря на суровые погодные условия. Бурение скважин осуществлялось в условиях вечной мерзлоты, скальных грунтов и болотистых местностей. Работы на объектах велись при любой погоде и в любое время суток. Каждая построенная в Якутии станция является уникальной инженерной единицей и примером тесного взаимодействия людей, сплоченных общими ценностями. Благодаря высокому профессионализму участников строительства 95% жителей Якутии получили доступ к десяткам телевизионных каналов и цифровому радио в современном формате. Реализация программы способствовала не только модернизации инфраструктуры сетей телерадиовещания, но и существенно повысила качество жизни людей. Начинаем торжественную церемонию запуска объектов цифрового наземного телерадиовещания.
На сцену приглашаются глава Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Константинович Волин, первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Олег Александрович Адамов. Пуск, дорогие друзья! Давайте поздравим нашу республику с успешным участием в завершении федеральной целевой программы. Итак, дорогие друзья, внимание на экран. Посмотрим, в какую необъятную сеть наша республика вошла. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов. Уважаемые друзья, вот у нас 2017 год кончается, уходит в историю, но при этом событий в нашей республике, таких, как сегодня, становится больше и больше. Буквально недавно мы этот парк исторический сдавали. Тоже было огромное событие. Теперь это эксплуатируется. Мы как рядовую ситуацию просто приходим, смотрим, совещания проводим. таких у нас мероприятий российского масштаба, государственного масштаба в последние годы это явление частое. Поэтому сегодня, может быть, народ уже начинает привыкать, люди, что время от времени где-то что-то открывается, где-то что-то вводится. Вот на днях мы откроем большой, по поручению президента, перинатальный центр. Совсем недавно мы открывали самый последний 20-летие построенный крупный объект по энергетике ГРЭС-2. Еще другие объекты ожидают. Это же хорошо. Это показывает развитие. А тем более сегодня мы тоже еще одно событие отмечаем. Это завершена на территории Якутии программа развития телевидения на основе цифровой технологии. Это очень важное событие, особенно тем, что мы улучшаем качество намного, улучшаем качество телевещания в Республике Саха-Якутия. Конечно, в нашей Якутии все то, что связано, что-то внедрять, они связаны прежде всего с особенностями территории. Охватить огромную территорию таким устойчивым и качественным телевидением задача была достаточно сложная. Но благодаря той политике, которая ведется в стране последние годы, благодаря той настойчивой работе государственных органов власти в Российской Федерации, по реализации этой программы, вовлечение в это дело властей регионов Российской Федерации, непосредственно тех или иных подрядчиков, субподрядчиков, которые могли бы решать эти задачи, это все дали сегодня результат. Да, бывают разные моменты в жизни, события, когда какие-то программы буксуют, где-то появляются сложности, объективные, субъективные. Поэтому и эта программа не исключение была. Вот именно благодаря совместной работе органов власти республики с федеральными структурами дало результат сегодня, что мы в торжественной обстановке эту программу закрываем. Редко бывает, когда торжественно целые программы закрывались. Поэтому сегодня это очень такое
уникальное событие, когда целая программа закрывается на территории, и мы не должны возвращаться. Мы сегодня уже переходим, ставим вопрос реализации этой программы на региональном уровне, потому что республика сегодня настроена перейти на абсолютно новые технологии, высокие технологии, использованием цифровой технологии. Мы тем более озадачены построить цифровую экономику. Все это в совокупности по разным отраслям создают новые задачи. И мы готовы, республика, решать эту задачу. Я очень благодарен своему народу, потому что мой народ очень талантлив. Идет на все это новые веяния, навстречу, принимает это, продвигает. Вот это подтвердили недавно прошедшие в Москве Дни Якутии, где наши ребята смело формируют идеи, разрабатывают конкретные проекты и идут, пробивают дорогу. Я просто удивился, что наша молодежь в этом плане просто смелая. Вот это все надо поддерживать, это в интересах развития республики. Поэтому сегодня событие оно имеет большое значение в жизни Якутии. И мы хотели бы сегодня поблагодарить заказчиков, подрядчиков, которые занимались, Министерство связи и коммуникации Российской Федерации, которые эту работу возглавляли. И мне очень приятно то, что они на себе испытали. Я всегда люблю, когда люди приезжают и на себе испытывают трудности наши. Они впервые узнали, что такое минус 50, впервые узнали, что такая огромная территория. Поэтому в последующем для решения нашей задачи они будут подходить по-другому. Я всегда так говорю. Я сегодня при разговоре с наших коллег, это я уже почувствовал. Хотя они осмеливаются говорить, что холод у нас немножко легкий холод. Хотя это минус 45, минус 40, это достаточно ощутимый, так говорится. Но хорошо, если они начинают привыкать, начнут наши вопросы решать. Поэтому сегодня хотел бы все-таки завершить свои слова тем, что на основе таких конкретных дел Якутия развивается и будет развиваться. Поэтому еще раз слова благодарности направляю тем, кто исполнил эту программу. И хочу пожелать всем вам успехов в будущем, потому что задачи, они не исчезают, они еще будут более сложные, более новые. Ну и своим землякам хороших впечатлений, от хорошего телевизора, чтобы настроение каждый вечер улучшилось, еще содержательно, чтобы были хорошие программы, рассказывающие о достижениях в нашей республике. Спасибо. За высокий профессионализм, добросовестный труд при выполнении поставленных задач по строительству объектов цифрового наземного телерадиовещания в рамках реализации федеральной целевой программы развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы на территории Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо главы Республики Саха-Якутия вручается Кузнецову Станиславу Ильичу, директору филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети радиотелевизионный передающий центр Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо. Уважаемый Егор Афанасьевич, уважаемые коллеги, я очень благодарен вам в сегодняшней награде, но я хотел бы сказать, что мы не строили объекты федеральной целевой программы, а мы создавали, все коллеги и заказчики, и подрядчики создавали особый фрагмент жизни на территории Республики Саха. Это особый фрагмент жизни информационно-социального значения. И я эту награду воспринимаю как награду всем нашим участникам этого проекта. Спасибо, дорогие мои.
Благодарственное письмо вручается Кравцову Роману Васильевичу, президенту акционерного общества компании «Транстелеком». Благодарственное письмо вручается Паршину Виктору Викторовичу, заместителю главного инженера филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети радиотелевизионного передающего центра Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо главы Республики Саха-Якутия вручается Полищук Ивану Александровичу, инженеру группы по техническому обслуживанию и геодезическому контролю цеха сервисного обслуживания по Дальневосточному федеральному округу филиала Российская телевизионная и радиовещательная сеть Дальневосточного. Благодарственное письмо вручается Пермякову Николаю Петровичу, главному специалисту Департамента государственной политики в области средств массовой информации и печати Министерства связи и информационных технологий Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо вручается Кулешову Андрею Сергеевичу, ведущему специалисту группы ЗАП СИП Транстелеком. Благодарственное письмо вручается Дахунаеву Станиславу Владимировичу, генеральному директору «Стандарт». Слово предоставляется заместителю министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексею Константиновичу Волину. Дорогие друзья, реализация проекта строительства цифрового телевидения в Якутии была самой большой частью общероссийской программы по строительству цифрового телевидения. 211 станций. Ни в одном другом субъекте Российской Федерации такого количества не было. И это невозможно было бы сделать без поддержки со стороны правительства Якутии, наших коллег, без слаженной работы заказчиков, подрядчиков, исполнителей, без самоотверженного труда тех людей, которые работали на площадках. Мы сегодня, когда подводили итог программы, обсуждали про один из строящихся объектов, было сказано, вышка высотой 55 метров была собрана при температуре минус 55 градусов. Ну, с нашей точки зрения, это сродни трудовому подвигу. Собственно говоря, им оно и является. Мы верим в то, что жители республики благодаря этому получат хорошее и качественное телевидение, получат новое качество жизни. И мы хотим сегодня поблагодарить еще раз всех тех, кто принимал участие в этом большом, трудном проекте, в ключевом проекте. Более того, мы недавно провели аналитику и посмотрели мировой опыт. Программы, сопоставимые по масштабам и размерам с тем, что мы сделали в Российской Федерации, нет ни в одной стране мира. И нам очень приятно находиться сегодня в Якутии, которая, как я уже сказал, стала самым крупным проектом в рамках крупнейшего мирового проекта по строительству цифрового телевидения. Поздравляю вас всех! За высокий профессионализм, добросовестный и самоотверженный труд при выполнении поставленных задач по строительству 150 объектов цифрового наземного телерадиовещания в рамках
реализации федеральной целевой программы на территории Республики Саха-Якутия, благодарственное письмо Минкомсвязи Российской Федерации вручается Курилюк Петру Любомировичу, руководителю Департамента развития строительного бизнеса компании «Транстелеком». Дорогие друзья, еще раз внимание на экран в виде включения жителей с районов Республики Саха-Якутия. Добрый день, глава Булунского ЛУСа Кудряшов Игорь Владиславович. По вопросу цифрового телевидения можно сказать, что очень хорошее у нас состояние. В первую очередь это, конечно, возможность смотреть первый пакет, так называемый 20 каналов в идеальном качестве, тем более погодные условия. Вот уже показало время, никак не влияет на работоспособность данного цифрового телевидения. И при этом это, естественно, еще и бесплатно. Бесплатная услуга, это только плюсы. Мы рады, что она у нас появилась, и ждем, когда она появится в других районах. Спасибо. Спасибо за цифру! У нас сегодня очень радостный день. Ныне вот осенью месяце у нас установились цифровое телевидение. А наши жители, амиконцы, полюса холода, уже половина жителей начала уже смотреть бесплатные каналы, 10 каналов. И жители очень довольны. От имени жителей и от имени администрации хотел бы поблагодарить Министерство связи за такой проект, администрация Амиконского района и правительство Республики Саха-Якутия. С гордостью и радостью отмечаем ввод цифрового телевидения на дальнем рубеже нашей республики в арктической территории. Благодаря цифровому телевидению мы смотрим 10 федеральных каналов качественного телевещания. От имени жителей Анабарского ЛУСа, от имени общественности мы благодарим наше руководство республики и федеральные телерадиовещательные компании, что благодаря их поддержке на территории Арктики мы имеем уже возможность воспользоваться приемом качественного телевещания. Спасибо большое от имени жителей ЛУСа. Спасибо.
Слово предоставляется первому заместителю генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Олегу Александровичу Адамову. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы знаете, для меня сегодня особенный день, потому что, с одной стороны, сегодня праздник. Все 211 объектов на территории Якутии работают, вещают. Мы предоставили людям возможность видеть 10 каналов. Где-то до этого видели 1, где-то 2. Но сейчас мы создали сеть, которая позволяет ставить всех, так скажем, в равные условия, позволяет увидеть сегодня 10, в следующем году мы увидим 20, и мы сейчас действительно ведем работы по поводу местных, переговоры по поводу местных региональных каналов и об их вещании в цифровой сети. А с другой стороны, я, вы знаете, отчасти нахожусь как в сказке где-то. Потому что Якутия, без всякого преувеличения, это для реализации ФЦП был и с логистической, и со строительной, и с климатической, и еще, наверное, с нескольких точек зрения самый сложный проект. Потому что вот все, кто находится в зале, они здесь жили, и они знают, какую специфику имеет строительство, какую специфику имеет транспорт на территории Якутии. И в конце концов они знают, что такое где-то на побережье, как мы сегодня видели, Северного Ледовитого океана, получить связь с землей. Это очень сложно оценить где-нибудь в Петербурге, там, в Тамбове, в Рязани, в Москве. Здесь люди по-другому к этому относятся, и я счастлив за этих людей. Но и самое главное, для меня, я хотел бы поблагодарить тех людей, которые это осуществили. То есть, в первую очередь, рабочих, которые работали, подрядчиков, субподрядчиков, руководителей. Особо бы мне хотелось отметить роль руководителя республики в реализации этого вопроса. Я считаю, что я имею право объективно сказать, какова она была. Дело в том, что мы еще буквально 4 месяца буксовали, и буксовали очень серьезно. Те, кто работал, знают. И, собственно говоря, вот непосредственно вмешательство его. А дело происходило, и вы извините, я чуть-чуть больше времени займу. Дело произошло просто. Он собрал совещание, все сидят за столом, здесь были кадры, и он лично по телефону дает указания различным службам, руководителям административных подразделений, руководителям территориальных подразделений. И после этого мы закончили. На самом деле никто не верил, что мы успеем до конца года закончить. Спасибо вам всем большое. Труд действительно героический и, не побоюсь этого слова, наверное, исторический. Спасибо вам большое. В свете вышесказанного мне бы хотелось вручить благодарственное письмо главе Республики Саха-Якутия Борисову Егору Афанасьевичу и выразить глубокую признательность за его личный вклад в эту работу. Благодарственное письмо и памятный знак от Российской телевизионной и радиовещательной сети вручается главе Республики Саха-Якутия Егору Афанасьевичу Борисову.
еще очень большой вклад в эту работу внес министр связи и информационных технологий Республики Саха-Якутия Борисов Александр Ильич. Александр Ильич, прошу вас на сцену. Благодарственное письмо и памятный знак российской телевизионной и радиовещательной сети вручается министру связи и информационных технологий Республики Саха-Якутия Александру Ильичу Борисову. Почетная грамота генерального директора российской телевизионной и радиовещательной сети вручается Милютину Евгению Валентиновичу, исполняющему обязанности начальника радиостанции номер 1 филиала РТПЦ Республики Саха-Якутия. Почетная грамота вручается Гуляеву Андрею Савельевичу, ведущему инженеру по надзору за строительством производственно-технического отдела филиала РТПЦ Республики Саха-Якутия. Благодарность генерального директора российской телевизионной и радиовещательной сети объявляется Степанову Дмитрию Федоровичу, антенщику-мачтовику 6-го разряда филиала РТПЦ Республики Саха-Якутия. Благодарность объявляется Кайдалову Михаилу Виссарионовичу, инженеру средств радио и телевидения филиала РТПЦ Республики Саха-Якутия. Благодарность объявляется Кудаисову Евгению Юрьевичу, антенщику-мачтовику 6-го разряда филиала РТПЦ Республики Саха-Якутия. Дорогие друзья, уважаемые гости, вас приветствует Государственный вокальный ансамбль Республики Саха-Якутия «Туймада». Дорогие друзья, разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом. Ура! Jingle bells, jingle all the way. All is fine, it is to ride in on horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. All is fine, it is to ride in on horse open. Уведу тебя, Сандро, уведу к седым снегам. Белой шкурой медвежья броши к твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли. И среди сугробов дымных затеряемся вдали. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним. Ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Увезу тебя, Сандро, увезу тебя одну. Звездным северным сиянием твои плечи оберну. Звездный иний загорится на ресницах серебром. Сколько хочешь самоцветов мы с тобою соберем.
Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Эй, ты узнаешь, что напрасно называют север крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Тогда поймешь ты вдруг, почему в себе так манит, так зовет полярный круг. Ничего, что здесь метели, не беда, что холода. Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда. Эй, мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Эй, ты узнаешь, что напрасно называют север крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Я тебе его дарю. Я тебе его дарю. Вокальный ансамбль «Туймада». На сцену приглашается президент компании «Транстелеком» Роман Васильевич Кравцов. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне очень приятно сегодня находиться в этом замечательном зале. Сегодня действительно знаковое событие для республики и для нашей компании, так как мы являлись одним из основных подрядчиков в реализации данного проекта. Сегодня мы можем констатировать, что проект действительно был очень сложный, сроки были сжатые, мы должны были реализовать строительство, закончить, завершить в этом году. И для меня честь сказать о том, что совместными усилиями при содействии и безграничной помощи со стороны главы республики, со стороны Министерства связи республики, со стороны глав улусов и наслегов мы смогли этот проект сделать. Сегодня очень много говорилось о том, что проект уникальный, и этот опыт уникальный в мировом масштабе. Действительно, территория, сопоставимая с Индией, уникальные сложные климатические условия. Все это было невозможно реализовать без самоотверженного труда наших сотрудников, наших партнеров, подрядчиков, компаний, которые осуществляли сложнейшую логистику. Это огромный, сложный, слаженный труд, который был сделан в кратчайшие сроки. Мне очень хочется от лица компании, от себя лично поблагодарить и вручить памятный подарок главе республики, если можно. Памятный знак от компании «Транстелеком» вручается главе Республики Саха-Якутия Егору Афанасьевичу Борисову. Егор Афанасьевич, вы как человек, разбирающийся в современных технологиях, вы очень много говорили про важность программы «Цифровая экономика». Помимо вот этого памятного подарка, мы от компании вручаем вам приставку самого
современного интерактивного телевидения, для того, чтобы вы могли наслаждаться телевидением не только с наших замечательных объектов вещания, но и посредством сети интернет. Наслаждаться буду, когда на пенсию иду. За профессионализм и поистине героический труд по строительству 150 объектов телерадиовещания кубок от президента компании «Транстелеком» вручается Алексееву Роману Юрьевичу, старшему инженеру первичной сети компании «Транстелеком», город Чита. Памятный кубок вручается Минакову Сергею Александровичу, инженеру компании «Транстелеком», город Мичуринск. Памятный кубок вручается Яковлеву Константину Анатольевичу, инженеру компании «Транстелеком», город Якутск. Памятный кубок вручается Епифанову Сергею Анатольевичу, инженеру компании «Транстелеком», город Тольятти. Памятный кубок вручается Карасеву Антону Эдуардовичу, инженеру компании «Транстелеком», город Шарьят. Памятный кубок вручается Борисову Александру Ильичу, министру связи и информационных технологий Республики Саха-Якутия. Уважаемые коллеги, вот пока Александр Ильич поднимается, я буквально еще два слова скажу. Если вы все обратили внимание, сейчас выходили сотрудники компании «Транстелеком», которые непосредственно ежедневно участвовали в данном проекте. Вы могли обратить внимание, как широка география, откуда эти люди приехали в вашу замечательную республику. Практически со всей территории Российской Федерации, и принимали здесь активное участие. И как кульминация Александру Ильичу также хотелось бы вручить памятный вымпел и интерактивное телевидение и сказать о том, что, наверное, вот самый большой действенный вклад в реализацию этой программы, в действенную помощь ежедневно, практически ежедневно Александр Ильич вносил лично, помогая нашей компании реализовать проект. Большое вам спасибо, коллеги. Слово предоставляется генеральному директору Федерального государственного унитарного предприятия Научно-исследовательский институт радио Валерию Владимировичу Бутенко. Добрый день, уважаемый Егор Афанасьевич, уважаемые коллеги, друзья. Я очень рад сегодня присутствовать в этом зале на таком знаменательном событии. Я считаю, что сегодня республика получила очень важную составляющую в социальную инфраструктуру республики, это цифровое телевидение. Действительно, это новые возможности, это новое качество, это новый настрой населения, людей, которые будут смотреть эти телепередачи. Вот, Егор Афанасьевич, вы сказали, что республика сегодня ставит перед собой задачу построения цифровой экономики, цифровой трансформации. Так я хочу сказать, что внедрение цифрового телевидения – это как раз является одним из элементов цифровой экономики. И считайте, что у вас цифровая экономика уже идет, и цифровое телевидение вообще-то и в мире считается сегодня
локомотивом цифровой экономики, потому что это впервые было создано, был решен комплекс задач. Это и стандартизация, это регулирование, это технологии на всех стадиях. Поэтому, начиная или имея вот в вашем поезде, если можно так сказать, цифровой экономики, локомотива цифровое телевидение, я считаю, что республику ждут успехи в этой области. Ну и еще от себя хотел сказать большое спасибо лично вам за то, что вы в критические моменты строительства, их было здесь немало, лично принимали участие, собирали нас, принимались важные решения, особенно на последнем этапе. Ну и сегодня мы имеем заслуженный результат вот нашей совместной работы с участием руководства республики, Министерства связи, РТРС. Всем большое спасибо. Ну и с новым этапом в жизни республики, с цифровым телевидением. Спасибо. Уважаемые гости, вас поздравляет образцовый народный ансамбль танца «Кыталык», руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Винокуров Василий.
Образцовый народный ансамбль танца «Кыталык». Дорогие друзья, уважаемые гости, на этом торжественное мероприятие подходит к концу. Всех почетных гостей и награжденных приглашаем на общее фотографирование перед сценой. Уважаемые почетные гости и награжденные, приглашаем вас на общее фотографирование перед сценой. Дорогие друзья, мы всех вас благодарим за участие. Поздравляем с предстоящими новогодними праздниками. Желаем вам всех благ. До новых встреч! К фотографированию приглашаются почетные гости и награжденные. Пожалуйста, просим подойти. Основной проект по строительству цифрового телевидения в стране, потому что в федеральной целевой программе стоял показатель охвата населения цифровым телевидением 98,5%. До конца этого года было ликвидировать информационное неравенство на территории Российской Федерации. У нас еще несколько лет тому назад была ситуация, когда в отдельных населенных пунктах принималось 1-2 канала, причем в не очень хорошем качестве, а в некоторых городах можно было из эфира принимать 20 телевизионных каналов. Задача ФЦП была создать абсолютно единые условия доступа к информации для всего населения Российской Федерации. На этом ответственность и обязанность государства по обеспечению всех граждан Российской Федерации возможностью приема базового стандарта из 20 телевизионных цифровых каналов завершается. Затем каждый регион будет уже разрабатывать свои программы, но это вопрос даже не 18-го, а скорее всего 19-го и последующих годов. Вы сегодня побывали на национальном вещательном телекомпании «Саха». Скажите, пожалуйста, какие у вас впечатления? Современная, хорошая, качественная компания. Вы от меня что-нибудь другого просто планировали ожидать? Алексей Константинович, но выступая, вы сегодня сказали, что действительно совершен трудовой подвиг, да, людей, которые работали в условиях Якутии. Пожалуйста, значение проекта в масштабах страны и, в общем-то, мира, как вы сегодня отмечали. Мы сегодня уже говорили о том, что федеральная целевая программа по созданию инфраструктуры цифрового телевидения – это самая большая в мире программа подобного рода. Ни в одной стране мира нет такого масштабной стройки по созданию эфирного цифрового вещания. И мы на самом деле эту программу выполнили. Выполнили ее
несмотря на то, что программа была запланирована почти 10 лет тому назад. За эти 10 лет серьезно много изменилось в стране. Изменились цены, условия, курс рубля и много чего другого. Но на сегодняшний день, насколько нам известно, это единственная ФЦП, которая не претерпела ни малейшей коррекции. Несмотря даже на уменьшение ее финансирования, все объекты были построены именно в том масштабе, в котором были запланированы ранее. Более того, их даже стало больше, насколько мне известно. Александр, извините, пожалуйста, у нас не охвачено, остались менее 5% населенных пунктов. Как будет решаться вопрос с их включением? Сейчас мы ведем переговоры с помощью Минкомсвязи России со спутниковыми операторами, такими как НТВ+, Триколор ТВ, которые нам сегодня могут предоставить преференции в части продажи оборудования населению именно тех населенных пунктов, где проживают эти люди, да, вот этим людям. И при этом транслировать 21 канал, в том числе и региональный канал, бесплатно для нашего населения. Переговоры продолжаются. Когда они будут завершены и подписано соглашение, мы, естественно, до всех жителей доведем эту информацию. Мы пока со своей стороны можем добавить, что в республике создана активная конкурентная среда, потому что еще чуть больше года тому назад здесь был только один спутниковый оператор, у которого были достаточно высокие расценки для пользователей. Сегодня на территории республики работает 4 спутниковых оператора, и в результате этого только за 1 год расценки на пользование спутниковым телевидением уже уменьшились в 6 раз. И хотелось бы спросить у компании Достелеком, какой объект все-таки был наиболее сложный для возведения? Транстелеком. Можно сказать, что все объекты были по-своему уникальны, потому что основная сложность была все-таки это транспортная логистика, потому что если посмотреть до дальних объектов, до которых мы доставляли оборудование, материалы, то маршрут до этого объекта мог достигать почти 3000 километров. Так что это вот первое, это транспортная логистика. Второе, вот сегодня было сказано, что нам приходилось работать, например, на объекте Эльдикан при температурах ниже, чем минус 50 градусов. У нас останавливалась техника, не могли работать краны, а люди продолжали работать даже в таких погодных условиях. Техника механизма отказывала, а люди работали. В отношении уникальности еще объекта и проекта для Якутии можно привести такой пример, что в среднем, когда мы говорим про количество людей на один объект цифрового телевидения в европейской части России, мы говорим о том, что он приходится примерно на 40-50 тысяч человек, одна вышка. Вот сегодня у нас был телемост с Диксоном. В Диксоне объект построен для населенный пункт с охватом 800 человек. То есть вы видите, что разница в десятки раз получается по сравнению с европейской частью. Вопрос увеличения доли эфирного ТВ. Увеличение доли эфирного ТВ, вы знаете, это такой вопрос, он, я бы сказал, больше теоретический. Знаете почему? Потому что на сегодняшний день в мире существуют определенные тенденции. Где-то работает, в каких-то условиях работает кабель, в каких-то цифрах, в каких-то аналог, в каких-то эфир. Это все зависит от этого. Поэтому у нас наша основная задача на сегодняшний день – это первый мультиплекс, задача, в которой мы практически уже поставили точку. Следующая наша задача – это второй мультиплекс, который, надеюсь, мы закончим, решим точнее, на следующий год, в конце следующего года. Вот наши основные задачи. Если говорить про позицию министерства, то мы исходим из того, что доля эфирного телевидения будет сокращаться. Это общемировая тенденция, но у нас в стране еще на протяжении долгого периода времени от 20 до 35% населения не будут иметь никакого другого способа и доступа к телевидению, кроме как эфир.
И социальная обязанность государства обеспечить этих людей качественным эфирным телевидением, потому что они должны быть абсолютно такими же, пользоваться правами и возможностями, как и все другие граждане Российской Федерации. Поэтому мы не думаем, что эфирное телевидение будет сильно расширяться, но эфирное телевидение точно будет сохраняться. Спасибо, коллеги. Спасибо. Еще вопросы есть? Сейчас очень коротко, да, потому что...